утяйр. Яяйл. Кана утяйр. Валас. Норис утяйр. А лоз вурихач? Васвол. Лоз вур. Сложно поверить, что еще совсем недавно этот лучезарный мальчик боролся за жизнь. В отделении реанимации 4-летний Адам Кадзоев провел неделю. Травму ребенок получил, упав с балкона 2-го этажа. Мы попали сюда 18 числа. Ребенок у меня упал со 2-го этажа. У него закрытая черепно-мозговая травма. Он у меня хорошо так отделался, если сказать, Аллах лорвялась. У него хоть и черепно-мозговая травма, но мозг целый, алхамдулиллах. Теменные, височные, у него переломы есть. Гематома была, откапали его, уколы делали. Вспоминать вечер 18 мая маме мальчика страшно до сих пор. Ребенок, можно сказать, родился в рубашке. Такие истории в отделении травматологии, к сожалению, не редкость. В среднем, по статистике, в дежурный кабинет травматолога ДРКБ в год попадает около 500 детей. В летний период у детей и подростков травмы встречаются чаще и тяжелее. Связано это с тем, что взрослые должного надзора и внимания не оказывают детям. Наиболее распространенные травмы – это у нас ожоговые. Дальше у нас идут падения с высоты. Также травмы, которые у нас сопровождаются дорожно-транспортными происшествиями. Вовремя, а главное правильно оказанная первая помощь может спасти человеку жизнь. Врачи просят родителей после любых ЧП показывать детей специалистам, ведь некоторые проблемы со здоровьем могут выявиться значительно позже. У нас бывают случаи, когда детей оставляют дома, отек сойдет, может это ушиб, а бывают случаи у нас на рентген-снимках выявляются переломы со смещением. Касаемо ожоговых травм, первая помощь у нас это под проточной водой, чтобы деток держали и сразу обратились, потому что у нас ранки могут инфицироваться, бывает, что у нас дети попадают в реанимацию. Прошлая неделя запомнилась Ингушетии сразу 3 трагедиями с участием несовершеннолетних. В Назране по улице Московской 3-летний ребенок выпал из окна 9-го этажа. Эта печальная новость облетела весь регион. Это не первый случай выпадения детей из окон многоэтажек, а ведь действительно обезопасить своих детей можно, установив металлические решетки. Еще один печальный случай произошел в Магасе. Водитель сбил молодую маму с ребенком. Последний получил травмы, несовместимые с жизнью. Детей с малых лет необходимо учить самостоятельности, закрепить элементарные правила дорожного движения. Когда переходишь дорогу, надо смотреть сначала налево, а потом направо. Переходить надо на зеленый свет, а красный стоп. Если машина остановилась, надо проходить. А если машина поехала, нельзя бегать сразу. В столице Ингушетии в большинстве своем живут молодые семьи. Каждый двор в Магасе буквально переполнен детьми. И здесь автолюбителям нужно быть особенно бдительными. В населенных пунктах, на улицах, там, где есть вероятность, что дети могут там играться, выбежать на дорогу, нужно быть очень осторожным, не отвлекаться. Часто такое бывает, когда ты отвлекаешься на телефон, то есть ты по инерции едешь, видишь свою дорогу примерно, отвлекаясь на телефон. Вот за долю секунды ребенок может выбежать на дорогу и может случиться непоправимое. Каждый родитель желает для своего ребенка всего самого лучшего. Но не стоит забывать, что счастливое будущее невозможно без безопасного настоящего. Не ограничивайтесь просто словами «будь осторожен», берегите детей. Зарима Ивлоева, Рамазан Зурабов, Магомед Дидигов, Новости 24.